причин мы поем лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое звучит, мы поем лишь для тебя. Все дни моей жизни,
наших пасторов и служителей, чтобы каждый из них, Господь, был наполнен огнем Духа Святого до края. Пусть с огнем сердца будет нести служение каждая церковь, Господь. Пусть, Господь, эта земля наполнится, Господь, славой Твоей. Иисус, мы говорим Тебе, что мы есть Твоя церковь, Твоя семья. Мы люди, которые были призваны освящать и озарить эту землю во славу Твою. Отец Небесный, и мы сейчас соглашаемся молитвой за наши нужды. Иисус, мы знаем и провозглашаем, что все наши ответы в Тебе, в Твоем имени. И прямо сейчас, Господь, из сердца каждого человека высвободится та вера, Господь, которую Ты вложил в сердце каждого из нас. Пусть эта вера возрастает и приумножается, что мы имеем власть в духовном мире, который Ты дал. И мы говорим, нет всякой тьме, нет всяким болезням, ибо ранами Иисуса мы исцелены. Ранами Иисуса исцелен каждый человек, который призывает Твое имя. Мы провозглашаем свет в каждом доме. Мы провозглашаем восстановление отношений, семьи между родителями и детьми. Мы благословляем их, Господь, чтобы каждый человек обрел надежду в Иисусе Христе. И благодарим вас, драгоценные братья и сестры, ваши уши, ваши сердца сегодня да будут открыты, чтобы принять семя Божьего Слова, чтобы оно приносило умножающиеся плоды нашей жизни. И пусть в наших сердцах будет гореть огонь Духа Святого. И когда будет огонь в наших сердцах, тьма нас не одолеет. Также мы соглашаемся и молимся за мир во всем мире во имя Иисуса Христа. Господи, огради от всякого зла, от всякой ненависти, народ одного народа к другому, Господи. Пусть свой свет, Господь, Твоя любовь разрушает всякую тьму. И весь мир наполнится Твоей любовью. Благодарим Тебя, Господь, что мы имеем надежду, упование в Тебе, Иисус Христос. Мы благодарим Тебя и говорим, чтобы вся земля наполнилась славой и хвалой о Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя. И пусть во всем будет воля Твоя, благая, угодная и совершенная. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Хорошо. Дети, пожалуйста, выходите сюда. Вдоль сцены мы будем молиться за вас, благословим вас. У нас чуть больше становится. Слава Богу, вы знаете, зачем и почему мы это делаем. Кому нравится благословлять детей? Скажите, так замечательно говорить что-то хорошее в жизни человека. А если ты знаешь, что твои слова, они еще и имеют значение, что они могут изменить что-то, вы только вдумайтесь в это, насколько это важно. Поэтому давайте мы сейчас будем молиться за них, благословлять их, и именно со властью. Представьте, что твои слова, они меняют что-то в их жизни, что они имеют значение. Просто говорите это от всего сердца, хорошо? Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, всех, кто находится сейчас здесь в зале, а также за всех детей, которые в нашей церкви, но их нет по какой-то причине. Где бы они ни находились, Господи, в каком бы месте, мы их благословляем сейчас, Господи. Господи, благослови их прежде всего крепким здоровьем, физическим и духовным, Господи. Я прошу Тебя, Господи, пусть Твоя рука будет над ними, над каждым из них, во всей их жизни, уберегая их от зла. Господи, пусть каждый из них в этот учебный год, все ученики, все школьники, Господи, они получат знания, которые пригодятся им в жизни, Господи. Пусть у них будут хорошие друзья, которые будут оказывать положительное влияние на них, на их судьбу, Господи.
Мы просим Тебя, Господь, также благослови их преподавателями в школе, такими, которые будут не просто давать сухие академические знания, но будут педагогами с большой буквы, Господи, которые будут видеть человека, которые будут личность, и будут воспитывать хорошие человеческие качества. Также касается это всех дошколят, Господи. Всех, кто ходит в садик, Господи, кто не ходит, если есть в этом нужда, Господи, мы благословляем. Усмотри все, чтобы в свое время все пошли, чтобы было хорошее общение, были хорошие детские сады. Господь, во имя Иисуса. Отец, мы также просим Тебя, чтобы у них было общение с Тобой, прежде всего. Господи, пусть каждый из них в свое время примет правильное решение, выберет Тебя, выберет жизнь, Господи. И мы просим Тебя, Господи, чтобы их жизнь, она была полна сверхъестественных чудес. Чтобы они слышали голос Твой, знали Его, отличали Его и шли за Тобой, Господь. Пусть это будет реальностью в их жизни. И весь Божий народ сказал. Аминь. Да, будет так. Если честно, я даже удивлен, что как много детей, мне казалось, как-то я, когда уезжал, все время было мало. Они еще не уходят, да? Это происходит. У нас какой-то жильный почтение. Хорошо. У нас сегодня мы принимаем хлебопреломление, причастие, у нас последнее воскресенье месяца. И дождик идет. Надо же. У нас так тепло, что у нас начинает конденсат собираться, да? Вот это поворот. Нужно что-то с этим делать. Трубы у нас холодные, видимо, я больше не да? Там, здесь тепло, надышаем, и по холодным трубам у нас скатывается вода. У нас до этого было однажды, когда у нас было 300 человек в зале, была конференция, по-моему, на второй или на третий день только у нас начало капать. Здесь уже в первый день. Мы вчера на тренинге говорили, ему очень тепло. Хорошо. Прежде чем мы будем продолжать наше богослужение, есть немаловажная часть, если не самое важное, знаете, это таинство, хлебопреломление, причастие. Это то, что церковь, она не переставала делать с момента ее основания, 2000 лет назад. И сейчас мы будем исполнять и делать то же самое. Вы все знаете, зачем и почему мы это делаем. Есть такие люди, кто не знает. Внимание, да? Надо. Иисус Христос, наш Господь, в последнюю Пасху был со своими учениками. У них был ужин, или, как называется, вечеря. Они собрались с учениками, он преломил хлеб, взял чашу с вином и сказал, что вот этот хлеб, который я преломляю, да, это тело мое, которое ломимо за вас. Он говорит, что делайте это в мое воспоминание. И вот это вот вино, эта чаша, это кровь, которая пролита за вас. Он говорит, что делайте это в мое воспоминание. Вспоминайте, что я сделал для вас на кресте. А что же он сделал? Что мы вспоминаем? Прежде всего мы вспоминаем, что уже это все заплачено. Я свободен. Скажи, я свободен. Тебе не нужно стараться быть хорошим, потому что в глазах Божьих ты уже хороший. Тебе нужно просто им быть. Не нужно ничего стараться делать. Не нужно заслуживать ничего. Уже все сделано. В этом вся суть. Он уже восстановил все наши отношения с Богом. Вы согласны? Сейчас, подождите, 5 секунд. Вы чего-то ждете? А зачем вы ждете хлебопреломления? Что я не слышу?
Исцеляет часть детей. Как говорится, и вот это поворот. Еще один. Мы всегда все планировали, все так меняется прямо на ходу. Ну, хорошо. Итак, давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы будем совершать то, что церковь она делала все время. И мы благословим этот хлеб, этот сок. И будем принимать. И давайте также вот с этих рядов также будем здесь вот по этому проходу выходить и обратно возвращаться по своим местам. Хорошо? Давайте мы помолимся, склоним наши головы. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за Твоего Сына, Иисуса Христа, за то, что Ты не пожалел Своего единородного Сына, за то, что у Тебя был такой чудесный план по спасению каждого человека на этой земле. Господи, мы просим Тебя, благослови нас. Мы склоняемся перед Тобой, и мы освящаем этот хлеб и этот сок, и мы провозглашаем, что этот хлеб – это тело Твое, которое было ломимо за нас. И этот сок – это Твоя кровь, которая была пролита за нас. Мы принимаем с благодарностью в наших сердцах, вспоминая той великой жертве, которую Ты совершил. Благодарим Тебя. Аминь. Искупление Твое.
слава Богу. Давайте мы подождем, пока у нас команда прославления также примет причастие, и мы будем продолжать наше собрание. Хотя мне хочется сказать, давайте возьмем пару минут и поприветствуем друг друга, чтобы нам пообщаться, потому что я давно многих не видел. Спасибо. Хорошо, да, давайте мы пару минут возьмем и подойдите к кому-то, кому вы давно не видели кого, или вы видите человека в первый раз, может быть. Скажите что-нибудь приятное. Что вы сидите уже, можно идти. Скажите что-то благое, благословите кого-то. Я сама только записала эти красные общие странно. Да, это Хорошо, дорогие, присаживайтесь, пожалуйста, проходите по местам. Давайте мы будем продолжать. И прежде чем мы перейдем к сегодняшней проповеди, к слову, я бы хотел с вами поделиться коротко о том, где я был, что происходило вообще. Многие, наверное, знают, что мы с супругой ездили на собор, так называемый, собор Росхавье. Что это такое? Я поясню. Это собор, это собрание. Как есть православная церковь собор, наш большой союз, Росхавье, это Российский союз христиан веры евангельской пятидесятников, это мы, проходит каждый год, раз в год. Это малый собор. И раз в 4 года проходит большой собор. То есть это собрание, куда приезжают епископа, пастора со всей России. И, как правило, он всегда проходит в Москве, но в этом году он проходил в Санкт-Петербурге. И, оказывается, я в Санкт-Петербурге уже не был 25 лет, и было интересно увидеть по новой. И вообще, Питер стоит того, чтобы увидеть, как замечательный город, величественный, бывшая столица, построенная Петром, если кто знает. И место, где проходила эта церковь, называется «Миссия Благая Весть». Старший пастор и епископ там Дмитрий Дмитриевич Шатров. И здание находится по адресу Невский проспект 100, концертный зал «Колизей». И этот концертный зал по Невскому 100, он принадлежит этой церкви. Это метро Площадь Восстания, это самый центр Питера, здание, где зал, там, я не знаю, у них больше 1000 мест, мягкие кресла, все такое на уровне, в общем, просто удивительно. Вот, и было много историй, я немножко
как бы в сторону ухожу, знаете, и 90-е годы, то есть это здание, я так понимаю, у них появилось очень давно, и кто только не пытался его отжать, потому что самый центр города, и метро там рядом, и проходимость, но Господь благ, слава Богу, церковь до сих пор владеет этим зданием, они там, и вроде бы все у них хорошо. Вот. Впечатление от собора вообще от этого. Это уже 3-й раз, когда я был на соборе, 3-й или 4-й раз. И в этом году было нечто особенное. Тема собора, она была вера, служение, преемственность. И вот это последнее слово преемственность, это, знаете, я так понимаю, это прямо актуальная вещь для церквей в России сейчас. И что мне понравилось на этом соборе, это то, что были те самые, вот это последнее слово, преемственность. Была молодежь. Ее было мало, потому что пастора и епископа, вы сами представляете, это такие дядечки, которые постарше меня выглядят обычно. Вот. Ну и тетеньки тоже есть, тоже там епископа, но тоже уже слегка кека-муза. Как бы, да, и молодежи обычно не очень много. Но здесь были молодые пастора, и также, знаете, вот эти вот пастора в возрасте с опытом, они привозили с собой молодежь. И более того, помимо, собор это такой как бы, помимо всяких вдохновляющих вещей, это также место, где происходит голосование и принимаются какие-то документы. Вот был принят документ, такой, знаете, это канонические правила рукоположения. То есть, каким образом полагать, кого можно рукополагать, каким образом это происходит, чтобы были одни единые правила для всех. И это хорошо. Происходит какая-то стандартизация, так скажем, чтобы были определенные правила для всех. Какие требования для кого, кто должен присутствовать, как это происходит. Вот. И есть рабочие группы, в которых участвуют богословы нашего союза, люди с докторским образованием по богословию. И они готовят документы, есть духовный совет союза, который предварительно это все одобряет, рассматривает, и потом непосредственно на соборе эти документы они принимаются. Ну а помимо этого, вы знаете, например, был такой момент, когда 4 пастора, уже, наверное, сейчас, но это 4 молодых человека, они сыновья пасторов, имена которых они у всех на слуху. Это Павел Реннер, это сын Рика Реннера, и сейчас он возглавляет церковь, он принял церковь от епископа Рика, то есть пастор Рик Реннер, он ушел как бы на епископское служение, но он полностью передал церковь своему сыну Павлу, и тому, я не знаю, сколько ему лет, но до 40, насколько я понимаю, то есть 30 там с небольшим. Потом это был сын Дмитрия Дмитриевича Шатрова, не помню, как его зовут, но сейчас он также возглавляет вот эту церковь «Миссия Благая Весть». И это молодой человек, которому там 30 с небольшим. Потом это был сын Романа Белосевича, это также известный, особенно на Западе, как бы пастор, епископ, был его сын. И был кто-то еще 4-й, и сын Сергея Васильевича Риховского, Олег Сергеевич, получается, Риховский. То есть, кто не знает, Сергей Васильевич Риховский – это начальствующий епископ нашего союза РосКВЕ. То есть, наш непосредственный, если так можно сказать, начальник, да, начальствующий епископ. Вот, и они делились тем, каково это быть сыном пастора, когда на тебя все смотрят, какие ожидания, и у каждого был свой путь по-разному к служению, и это было интересно, действительно. И просто это маленький момент такой, но было здорово, что их вообще посадили на сцену, что им дали слово, и что они говорили. И происходила, знаете, такая обратная связь поколений, вот старших поколений, нового поколения. И удивительно то, что, знаете, это то, в чем наша церковь, она двигалась, я верю, последний вот год. То, о чем я говорил неоднократно, что
Я смотрю, я вспоминаю себя. Когда мы покаялись, мы были молодыми, то есть 90-е годы, только-только там перевалило за 20 лет. И как-то вот это время, оно прошло незаметно. И когда мы сейчас, ты посмотришь, я вижу тех людей, с кем я знаком еще с того времени, и мы состарились, а молодежи не так много. Но в то время церковь, она была на 90%, это была молодежь. И сейчас прошло столько лет, мы все состарились, а где новая молодежь? И знаете, человеку свойственно бронзоветь. Вот этот конфликт поколений, он существовал, наверное, всегда. И как важно уметь передать и вовремя отойти в сторону. Как важно вообще доверять молодежи что-то делать. Как на меня смотрите? К чему ты призываешь, да? Потому что есть такие церкви, которые вот доживают просто последние дни. Ну, как правило, это у нас по Дальнему Востоку, это сельские церкви в деревнях, Приморский край. И они просто говорят, да, вот у нас там последний умрет, мы просто дверь закроем, и никто не знает, что будет. Сейчас вот есть проблема там с одной церковью, они не знают, что со зданием делать. Они хотят как бы снять регистрацию церкви и просто собираться, потому что здание, оно было оформлено на церковь, сейчас как таковая церковь, там осталось их 5 человек. Чтобы этого не произошло, нам нужно передавать, нам нужно ободрять, и нам нужно доверять молодежи. Аминь. Это, знаете, такое, как там было лишнее подтверждение вот этому всему, и я не могу с вами этим не поделиться. Помимо всего прочего, что было еще хорошего и замечательного? Может быть, это из-за того, что я уже 3-й или 4-й раз еду на собор, и как-то я чувствовал себя более свободным. Мне было интересно, потому что первые разы мне как-то... Я вообще не знаю всех этих людей. Там люди со всей страны. И центральные регионы, они видятся друг с другом, они знают друг друга, они общаются. Все такие веселые, а мы смотрим на них, как бы, кто все эти люди. Да? Но сейчас уже, я не знаю, может быть, атмосфера изменилась. То есть я встречался с людьми. У нас в Союзе есть такие люди, знаете, у нас есть юристы. Вот вы знаете, я вам сейчас просто поделюсь. Вы знаете, что у нас Госдума приняла пока в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. То есть у нас давным-давно запрещена пропаганда среди несовершеннолетних, но сейчас это совершенно другое. Сейчас вообще пропаганда любая. Пропаганда ЛГБТ и педофилии. Реклама там и так далее. И это вот было на этой неделе. И непосредственное участие в подготовке этого закона принимали люди с нашего союза. С нашей церкви. Не с нашей церкви, но с церквей нашего союза. Которые входили в рабочую группу, которые работают плотно с комитетами в Госдуме. И мнение христиан, оно имеет значение. И не только православных, но и нашего союза. Это здорово. То есть они прямо принимали непосредственное участие. И что это означает? Это означает, что любые действия, которые могут быть расценены как пропаганда, если ты одеваешься каким-то образом, если у тебя любые какие-то намеки, это будет под запретом. То есть вот это однополая любовь и так далее, занимайтесь, пожалуйста, дома. Не надо выносить это на общественность, не надо этим гордиться и так далее. Вот о чем идет речь. Хорошо это или плохо? С точки зрения христианской, это замечательно. Это, я просто даже не знаю, мы даже мечтать об этом не могли. Вот буквально еще все эти люди, они были в центральном телевидении, и непонятно, что там происходило. Знаете, нет худа без добра. Это я к тому, что вообще, насколько стремительно меняется ситуация. Также, с чем я хотел еще поделиться, чтобы не затягивать. Ни для кого не секрет, вы все видите, что страна, она проходит через эпохальные события, я бы сказал. Мир, он меняется.
это просто такой исторический слом. Весь мир меняется, не только страна меняется, но и страна меняется в том числе. Мир уже никогда не будет таким, как прежде. И посреди всего этого, вы знаете, вот, например, иногда мы не понимаем, но Евангелие, оно всегда распространялось, когда были трудные времена. Когда наступают трудные времена, люди, они всегда тянутся к Богу. И, знаете, на собрании, там, на соборе был пастор один одной церкви. Вообще они выходцы из церкви с Кавказа, по-моему, с Черкесска, что ли. Но сейчас у них служение в городе Мариуполь. И вот они приехали туда давно, и он делился, и они делают такую большую работу там. И я не знаю, может быть, для кого-то секрет, но евангельская церковь на Украине, из-за того, что она заняла такую позицию, стала вмешиваться в политику, то есть они открыто выступили, во-первых, сначала за переворот в 2014 году, потом они активно начали поддерживать военные действия против России, то есть открыто выступать там и так далее. Вы понимаете, те территории, которые отошли сейчас, которые стали частью Российской Федерации, на этих территориях отношение властей к евангельской церкви, оно, скажем, мягко было не очень. И был такой немаленький шанс, что вот на этом все Евангелие, там оно и закончится, что церквям просто не дадут. Но благодаря вот таким вот людям, я просто смотрю на эти, мнение, оно радикально поменялось. Вы знаете, что делать? Они первые туда приехали. Кто не, если не это миллионный город, да, где нет отопления, скоро будет зима. Все разбомблено, то есть города как такового нет. Куча стариков, пенсионеров, инвалидов всяких, люди, которые просто там с детьми, которые нуждаются. Потому что мы здесь сидим, и ты думаешь, у нас тоже нелегкие времена наступают, да? Но когда ты видишь людей там, наши страдания ни в коем сравнении не идут, да? И что они делают? Знаете, у него такая фраза была, что если каждая церковь, она будет пытаться что-то сделать, это очень тяжело. Потому что есть много, не все церкви такие тысячные, большие, как церкви в Москве и в Питере, да? Региональные церкви. Но все вместе мы можем что-то изменить. И вот что они делают, знаете, он делился, я, может быть, на следующее собрание, я поделюсь ссылкой в телеграм-канале. У них есть свой телеграм-канал, где они делают отчеты. Мы там собирали пожертвования для них. И они начали с больниц, они завозили лекарства, чего только не делали. Сейчас администрация, они передали здание вот этой больницы, которая была. То есть пользуйтесь, делайте. Они уже договорились там в Новосибирске где-то завод, который возглавляют христиане также с нашего союза. Они изготавливают для них печки, буржуйки. Государство, оно помогает. Но есть много людей, которые все равно остаются и нуждаются в помощи. Ничто не заменит вот эту вот помощь. И они служат самым незащищенным слоям. И я скинул, в принципе, можно, если кто служение в Мариуполе, если набрать в Телеграме, то можно найти этот канал. Пастор зовут Виталий. И там есть реквизиты для пожертвований. И вот, в общем, он делился, и, знаете, он находил такую поддержку. И так здорово, потому что мы находимся очень далеко. Когда нас спрашивают, вот как вы там помогаете или чего-то, хочется сказать, вы на карту вообще смотрели? То есть, где Якутия и вообще, и каким образом, что мы там можем помогать. Отсюда от нас что-то отправлять, даже если мы что-то будем делать, это золотым станет, пока мы туда доедем, в силу логистики и так далее. Но мы можем поддерживать их, в том числе, нашими dayanиями. Да? Я не знаю, у меня на сердце поддерживать это служение, может быть, мы будем целенаправленно как-то это делать от церкви. Никто не запрещает это также делать лично, если у вас это будет на сердце. Также, что еще было? Знаете, приезжал служитель из Аргентины.
И я забыл, как его зовут, но его служение, оно заключается в том, что они служат в Латинской Америке, в Южной Америке, да, в принципе, по всему миру, людям во власти. Это членам парламентов, премьер-министрам. Он встречался с президентами всех южных стран, это Бразилии, там, Уругвая. Он вхож к ним в кабинеты, там интересная такая вещь, он, знаете, разговаривали, что-то говорили, так как он с Аргентины, и кто, если занимается футболом, то есть такой Лионель Месси, это знаменитый футболист аргентинский. И как-то он начал говорить про него, и кто-то из наших сказал, ну, Диего Марадона, он же тоже с Аргентины. Если, я не знаю, кто знает, нет, был такой футболист. И оказывается, он жил рядом во дворе, в смысле, Диего Марадона был его соседом, он с ним в футбол играл. И как-то он ему даже нос разбил коленкой, в смысле, Марадона ему разбил. Вот, и через все, то есть он к таким людям был вхож, но он говорит, что Марадона, он так и не покаялся. То есть он играл, как бы мы ему говорили, и, ну, с его слов. Он был очень расположено его сердце, он много делал добра, но с его слов, он говорит, ну, при мне, по крайней мере, он как бы так и не постоянно уходил куда-то в сторону. К чему я это говорю? Что я хочу сказать? Вы знаете, наш союз и прежде всего начальствующий епископ Сергей Васильевич Лиховский выполняет огромнейшую работу по представлению евангельских и пятидесятнических церквей перед властью. Он неоднократно уже, я не знаю, больше 20 лет входит в президентский совет по взаимодействию и гармонизации религиозных отношений. Да? Он постоянно поддерживает отношения с аппаратом президента. Также он входит, он член Общественной палаты Российской Федерации. Уже не знаю, там, какого созыва. Это всего лишь, там, я не знаю, сколько у нас членов Общественной палаты. Там чуть-чуть больше, там, 100 человек, по-моему, или там меньше 100 человек, где-то в этом районе. И зайти можно в любой кабинет в России. И человек, который объясняет нашу позицию перед властью. И вот мы видим, например, непосредственно вот те люди в Госдуме, которые работали над этим законопроектом, это также с подачи Сергея Васильевича. Просто один человек, он не успевает везде и во всем, но есть люди, которые его замещают на таких-то заседаниях, где-то приходят, там делают. И в общем и целом, знаете, очень положительно. У меня очень положительное впечатления остались от всего вообще увиденного, что происходит. И я увидел положительные моменты, знаете, несмотря на все, на всю ситуацию в стране. Знаете, у Бога есть свой план. Он может все повернуть во благо верующим. И я вижу, что, знаете, казалось бы, ну что хорошего, война идет. Но я вижу, что Евангелие, оно распространяется, пути Господни, они неисповедимы. И как бы дьявол не старался, и для того, чтобы Евангелие, оно было закрыто на новых территориях, и оно, это реальный был шанс. Но я смотрю, что, знаете, по мудрости Божией, братья, они делают вот такую работу, и люди, они наоборот открываются. И они принимают сейчас церкви там. И может быть позже я поделюсь с вами еще чем-нибудь. Но сейчас давайте, чтобы не затягивать, просто у нас мы перейдем к слову. Или давайте мы еще, у нас немаловажная часть служения — это десятины и пожертвования. Можно попросить кого-нибудь? Также вы знаете, что можно... Вот это, кстати, значок русского «Е». Там даже есть день первый, там чего-то... А зачем? Маленький ролик, 3 минуты. Ну хорошо, пока у нас бедра идут, вы знаете, что пожертвование можно сделать в электронном виде. И если вы первый раз в церкви, просто не переживайте. Это добровольные пожертвования, и никто вас не выжимает. Написано, что доброохотно дающего любит Бог, мы просто жертвуем по расположению сердца. Да, у нас приготовили ролик. Вот, кстати, это Колизей. А у нас звук такой будет, да? Что время влияет на славу, город, информации. И на самом деле наш собор выбирает самых важных ролей, в том числе и в том, как
Россия будет реформироваться под воздействием учения Евангелия, учения любви. Предварила работу собора стратегическая встреча полномочных представителей начальствующего епископа со специалистами в области взаимодействия религиозных общин и государства, которые отметили развитие конструктивного диалога между церквями РосХВЕ и властью. Те непростые времена, которые сегодня переживает наша страна, они у людей пробуждают более высокие чувства и желание помочь ближнему, оказание гуманитарной помощи, более самоотверженное служение окружающим людям. Все это очень сильно ощущается именно в это непростое время. Традиционно открытие собора – настоящий праздник, выходящий далеко за рамки одного, пусть даже очень большого союза. Поприветствовать делегатов пришли руководители различных религиозных общин. А сейчас, наверное, как никогда мир нуждается в совместном свидетельстве, и чем больше он не осознает или даже отрицает Христа и ценности, тем больше на самом деле нуждается в нашем совместном свидетельстве, в нашем совместном действии. Церкви РосХВЕ – духовные наследники Мартина Лютера, провозгласившего принципы евангельского богословия. Только Писание, только вера, спасение только благодатью, только Христос и только Богу слава. Каждая протестантская община по-своему выполняет эти фундаментальные доктрины, сохраняя единство. Церкви как люди. У одного есть талант евангелизировать, у другого есть талант в социальном служении, у третьего есть талант проповеди, у четвертого талант, просто харизматический талант. У нас есть чему учиться друг у друга, восполнять те, может быть, недостатки, которые имеем в служении. Девиз Петербургского собора – вера, служение, преемственность. Передача духовного опыта другим поколениям, активная жизненная позиция – это то, что давно характеризует верующих Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской, в частности, живущих в городе на Неве. Прихожане церкви – это явление очень заметное в Санкт-Петербурге. Надеюсь, я не обидел руководство церкви, если я так скажу, потому что действительно, технократично скажу, но вот качество людей, их энергия социальная, гражданская, их нравственная стержень, Евангельская церковь в России растет, развивается и, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается, уверенно смотрит в завтрашний день, потому что строит свою жизнь и деятельность на крепком основании. Да, и на самом деле можно посмотреть, вообще материалы собора, они доступны на сайте РосХВЕ. По-английски это sef.ru, и там можно увидеть все. Там также есть проповеди, которые были, проповедовали епископы, это Рик Реннер, Сергей Васильевич Яховский, Мацула, я не помню. И я совсем чуть не забыл, я хотел вам такая, знаете, вот еще весть, у нас, я уже как-то анонс такой делал, это то, что в нашем союзе появляется телеканал, который будет вещать на больше, чем 80 стран по всему миру. Вообще, в принципе, по всем странам, но на весь русскоязычный мир, так скажем. Канал будет называться «Благая весть». Лицензия уже получена, Роскомнадзор и прочие организации все уже одобрили. Сейчас просто идет обкатка. На данный момент у нас один христианский канал, это «Спас», да, который православный, так скажем. Но, тем не менее, Сергей Васильевич в том числе принимал участие во многих передачах и там, но здесь, я думаю, это будет больше. И прежде всего этот канал всю работу делают, или основную работу, это церковь Москва, Благая Весть, епископ Рик Реннер, они занимаются этим, и пусть Господь благословит его, потому что я даже не представляю, сколько это стоит все, но немало. То есть одна лицензия, зарплаты, то есть люди, которые работают, вы только представьте. Вот, но это здорово, представляете, можно будет включить телевизор в любой точке мира, как правило, это спутниковый канал, который будет везде вещать. Поэтому поддерживайте также в молитвах это. И на самом деле это, это круто. И у нас также, вы знаете, в Союзе есть такой Сергей Егоров, молодой парень, но он доктор богословия, который является
советником епископа по богословским вопросам. И вы знаете, этот человек вообще уникальный в том смысле, что мы, наш союз, мы перед государством защитили, знаете, они разработали вообще теорию евангельского, то есть протестантского богословия. И сейчас вузы, они могут преподавать именно наши, то есть для этого то, что у нас на государственном уровне, государственная аккредитация, она была только православное богословие. Сейчас будет евангельское, и это признано государством, это одобрено. Это на самом деле такой шаг большой. И, то есть, этот человек, он занимается вот такими вот вещами, вхож в такие вот круги. Также они работают над многими законодательствами. Я вам к тому, что когда ты сидишь в Якутске и никуда не выезжаешь, и ни с кем не имеешь общения, и тебе кажется, что вот мы такие покинутые, и мы одни, и наш Господь, Он такой маленький, ну нет. Я вам скажу, что Бог, Он велик, движение евангельское, оно большое, и то, что мы так далеко от всех находимся, но это не означает, что мы брошены, и что у нас нет общения какого-то. У нас один Бог, мы имеем общение прежде всего с Ним, мы имеем общение с нашими братьями, и на самом деле это чудесно. И также я вам хотел еще последнее, я вам, помните, говорил о том, что я немножко вперед забежал, потому что это объявляли на соборе всем, что вот епископ Рик-Реннер, он принял гражданство Российской Федерации. И принял это именно сейчас, в тот момент, когда многие, они наоборот отказываются, они бегут из страны. И может быть именно поэтому, знаете, я так понимаю, что он многие годы он пытался получить гражданство, и ему отказывали. Но сейчас сказали, что уже можно. И я знаю, что также, знаете, есть такой пастор Мацула, «Слово жизни Москва», он также подал документы на гражданство. И если он подал документы, ну, видимо, это неспроста. Видимо, тоже маякнули, что можно. Потому что они все это время вы имели просто вид на жительство, то есть постоянно вот эти вот с документами и так далее. Но сейчас они граждане, ну, вернее, епископ Рик-Реннер, он гражданин Российской Федерации. Причем его сыновья, его жена, они уже давным-давно граждане России. И при этом, при всем, епископ Реннер, он еще и написал заявление на то, чтобы его лишили американского гражданства, посольства. То есть так вот демонстративно, но ему никто не ответил пока, вот уже месяц. Как-то, видимо, не знаю, как это вообще процедура. Что стоит, ну просто, чтобы вы знали. Я могу сказать, что мы не в самой плохой стране живем. И что люди не только от нас бегут, но и к нам тоже. Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Потому что, знаете, я думаю, что церковь, она всегда должна быть со своим народом. Мы часть этого народа, мы сами из народа, и мы не должны отделять себя и противостоять обществу, но быть частью общества. Аминь? Хорошо. Я могу еще очень долго говорить ни о чем. Но давайте мы поприветствуем Любовь Николаевну, которая сегодня словом поделится. Хорошо. А я еще поделюсь с вами по поводу собора и каких-то, может быть, на следующем собрании, когда это будет мое время. Добрый день. Мы уже обычно заканчиваем в это время, но сегодня начинаем словом. Терпение всем вам драгоценное. Так как я уезжаю в отпуск, поэтому перед отпуском поделюсь все-таки словом этим. Тема «Господь потрясает народы». В христианском мире в последнее время все увереннее стали говорить о грядущих переменах в церкви. Начиная с 2020 года, в 2021 особенно, все чаще стала звучать такая фраза: «Церковь уже не будет прежней». И эта фраза воспринималась как само собой разумеющийся факт. То есть была такая логическая закономерность. Ведь когда приходит беда, обычно большее количество людей начинает искать Бога и тянуться в церковь. Поэтому на этот раз ожидали, что после снятия карантинных мероприятий по ковид церковь возрастет количественно и произойдет духовный скачок, а возможно и пробуждение. Но на этот раз, увы, что-то пошло не так. Прошло 2,5 года. И что мы видим на самом деле?
ничего особо не изменилось. На какое-то время, да, и то ненадолго, был такой, скажем так, всплеск религиозной активности, особенно в православии. Но как только люди в миру, они поняли, что вирус не такой уже и смертельный, не такой уже и опасный, что есть и ремиссии, он мутирует, и отступает, и есть просвет, и есть надежда, они быстренько приспособились, как это делали обычно, успокоились и вернулись, продолжили жить своей привычной жизнью. А христиане из церкви, они вернулись в прежнее русло, с той только разницей, что верующих в местных церквях стало меньше. И так почти везде. Есть, конечно, исключения. Так что же происходит? Почему вместо ожидаемого времени духовного подъема и благополучия после снятия карантина нас настигло еще большее потрясение и беда? Я не говорю сейчас о всем мире, хотя большую часть мира тоже трясет, согласитесь. Тоже трясет. И все... Я хочу сказать, что и все, просто кто-то с большими, кто-то с меньшими потерями, кто-то сейчас, кто-то раньше, кто-то позже, но все пройдут определенный такой этап. И Господь всех направит так или иначе к главной цели. А желание Бога, оно неизменно во все времена, чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечную. Именно для реализации этого желания приходил на землю Иисус и отдал свою жизнь на кресте. Мученической смертью умер. Мученической смертью умер. А как отдельно взятого человека, драгоценный, вот как отдельного человека, как целую страну, целый континент, целый мир направить, подтолкнуть к этой цели? То есть к кресту, к Спасителю. Как обратить взор людей на ту превосходящую разумение любовь, которая была явлена на Голгофе? Как достичь того, чтобы люди больше стали дорожить невидимым духовным наследием, которое обещано в будущем, чем теми реальными, физическими, материальными, сиюминутными благами? Конечно же, непросто. К тому же духовная слепота и глухота, она поражает народы и, к сожалению, просачивается и в церковь. Так что же сейчас происходит в нашей стране? Я свою точку зрения уже говорила, свою позицию, но вы знаете, я еще раз повторю, чуть-чуть буквально. Так как мы должны четко понимать, что Бог, Он не посылает несчастья, убийства, насилие и так далее, чтобы нас смирить. Не делает Он этого. И Он не инициатор этого военного конфликта. Но Бог допустил все-таки это бедствие. Каким образом? Он убрал свою руку, убрал свою защиту с наших стран. А враг тут же поспешил реализовать свои желания. То есть происходит сейчас точно так же, как происходило это ранее в истории Израиля. Когда народ опускался на дно греха, в отступничестве, в беззаконии, в заблудстве, Бог всегда вмешивался и в ситуацию, и приходило очередное потрясение, которое отрезвляло народ каялся и возвращался к истинному Богу. Как бы это странно ни звучало, но я верю, что Бог допустил случиться этому братоубийственному конфликту из-за Его великой любви к нам, чтобы мы не погибли и чтобы церковь пробудилась и возгорелась к Нему той настоящей первой любовью. Можно, конечно, возразить мне, а где здесь проявление Божьей любви и где спасение, когда сотни людей гибнут ежедневно? А кто из нас знает ответ на вопрос, сколько неверующих людей в мирное время гибнет ежедневно? А аборты? Это вообще отдельная тема. Льется просто рекой детская кровь. Я специально посмотрела, за прошлый год более 42 миллионов абортов в мире. Это 3 России. Вдумайтесь, за год. А в России более 400, 440, 500 в одной статистике. Это пол-Якутии. В России пол-Якутии за год детей.
То есть есть о чем задуматься. И кто из нас знает статистику, сколько людей, если бы я к тому, что если люди будут верующими, этого не будет. Этого не будет. Гром не будет так проливаться. И кто из нас знает статистику, сколько людей именно сейчас обратили свой взор к Богу и отдали Иисусу свое сердце? Поиск Бога в трудностях, в опасностях, она включается автоматически, так как сам Творец, Он заложил внутрь человека. Понимаете, внутрь в нас вложен, это как инстинкт самосохранения. Те военнослужащие, которые реально сейчас смотрят смерти в глаза, не сомневайтесь, они взывают Богу. Это уже факты жизни. На войне, в окопах практически нет неверующих. Так было всегда, во все времена, и это время не исключение. Никто не хочет умирать раньше времени. И всем нужна надежда на будущее и вера в того, кто сможет защитить от любой пули. Сегодня многие солдаты просят, чтобы к ним приехали священнослужители. Туда непосредственно, в зону боевых действий. И слава Богу, что уже некоторые отправились, поехали. Но это пока, я знаю, это достоверные факты. Я не просто говорю голословно. Но это пока малое количество. А как должно быть? Это время объединиться всем христианам всех конфессий. Объединиться на основе единого Бога, единого Спасителя и креста животворящего. Говорю пророчески, в ближайшее время многие священники поедут в зону СВО и понесут туда живое слово Евангелия. А как иначе? Быть не может по-другому. Это последнее время, и это время церкви светить там, где тьма и где смерть. И мне сегодня было очень радостно слышать то, что говорил пастор Алексей, что поехали служить священнослужители и мирному населению, которое нуждается в этом. Слава Богу за каждого служителя. Давайте откроем Даниила, 12 глава, 10 стих. Послание Даниила. Здесь ангел объясняет Даниилу, что будет в последние времена. Итак, читаем. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, то есть в испытании. Нечестивые же будут поступать нечестивым, и не разумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Драгоценное, когда идет переплавка, это всегда потрясение, и это всегда больно. Больно. И каждому из нас нужно прежде всего уразуметь и понять для себя, что именно Бог желает изменить в моей жизни, куда Он меня хочет повести. Меня. Согласитесь, что спящего человека иногда надо хорошо толкнуть, чтобы он проснулся. А если ему петь сладкую колыбельную, то он будет и дальше крепко спать и не пожелает просыпаться в реальную жизнь. А реальность, она такова, что Бог потрясает все народы. И в данный момент толчки особенно хорошо слышны, ощутимы на Украине и в России. Давайте откроем Агея, 2 глава, 6 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом всеславою, говорит Господь Саваоф». Желаемый, видите, там написано с большой буквы. Речь идет об Иисусе Христе, совершенно верно. О том, что будет происходить перед Его вторым приходом. Бог потрясет все народы. Кого-то сильнее сейчас трясет, тех, кто ближе к эпицентру, а кого-то менее. Но так или иначе волны не расходятся, разрушения они происходят. Где-то экономика рушится, где-то финансовая система, где-то политическая система терпит крах. Но пока по-прежнему везде в мире попираются, пренебрегаются нравственные законы Божьи, так как нет равновесия на ответ Божьего Слова. Черное называется белым, а белое черным. Добро называется злом, и зло добром. Ложь правдой, и правда ложью. И это стало нормой современного общества. Но не всегда так будет. Господня земля и все, что наполняет ее, принадлежит Ему.
За нее и за живущих на ней была пролита драгоценная кровь Христа. Если сравнить с тем, что сейчас происходит с написанным в Евангелии от Матфея 24 глава, Луки 21 глава и Марка 13 глава, то это по определению самого Господа Иисуса только, что помните это? Начало, совершенно верно, Валентина, начало болезни. То есть это начало родовых схваток. А значит, все описанные события последнего времени озвучены в этих главах, войны, глады, море, землетрясения по местам и так далее, будут только усиливаться. Те драгоценные сестрички, которые уже рожали, они хорошо знают, как нарастают схватки по мере приближения родов. Нарастают? Нарастают, переходят в потуги. Должно родиться на землю Царство Божье с ее царем. И мы же молимся: да придет Царствие Твое. Так что нам не нужно обольщаться, а нужно приготовиться, чтобы достойно пройти предстоящие испытания. Что означает слово «сила», которое переведено здесь в Агея 2 главе как «потрясу»? Трясти, приводить в смятение, приводить в замешательство, возбуждать, подстрекать. Есть такое сейчас в обществе? Волнение, беспокойство, тревожность, замешательство, потеря покоя есть? Увы, есть. Бог потрясает. Для чего? Мы, в общем, с вами, конечно, ответили на вопрос, но если чуть подробнее, то, что вскрылись многие гнойники в обществе, вскрылось то, что было спрятано глубоко, но оно уже давно дурно пахнет. А если так по-простому сказать, воняет, несет смерть. Пришло время скрывать их радикально, хирургическим путем, пока мелкие пузырьки лопаются, то, что было более близко к поверхности. Коррупция, например, воровство какое-то. Но и нарывы, они будут скрыты. Дело во времени и силе потрясения. Появились уже первые добрые всходы. И сегодня я тоже хотела об этом сказать, но пастор Алексей раньше сказал: слава Господу за этот законопроект, который был принят именно о пропаганде ЛГБТ. Вы, наверное, понимаете перевод. Кто не знает, я расшифрую, просто я не буду больше говорить. Это лесбиянство, гомосексуалы, бисексуалы или это самое, и трансвеститы. Да. То есть запрет всех этих сексуальных извращений. Слава Богу, что наша страна приняла этот важнейший закон. Слава Богу, аллилуйя, скажу так. Мы неоднократно говорили с вами о том, что аналогию происходящего в духовном мире можно найти в материальном физическом процессе. И наоборот, можно смотреть, что происходит в физическом мире, и делать соответствующие духовные выводы. Есть памятка для тех, кто находится в зоне физического землетрясения. Там даны четкие рекомендации, что делать, в какой последовательности, чтобы не только выжить самому, но и помочь нуждающимся рядом. Я прочитала памятку и вдруг увидела аналогию с происходящим сегодня. И главное, инструкцию, как надо себя вести во время любых духовных потрясений. Если у кого-то из вас отзовется, тоже можете взять себе на заметочку. Итак, первый пункт в памятке звучит так. Нужно выйти из помещения, держаться обособленно от здания. Что это значит для нас? Это может означать выйти с мира, с царства тьмы и войти в Царство Божие. В реальность Божию, не на словах, а на деле. Призыв выйти из системы этого мира достаточно в Писании. И для каждого из нас это не означает уединиться, закрыться в своих стенах там, и так далее. Нет, конечно, и в церкви. Это означает жить принципами и соблюдать законы Царства Божьего, а не системы этого мира. И пункт 1 для того, чтобы пребывать в безопасности во время любого потрясения. Пункт 2. Взять с собой самое ценное. Документы, деньги и так далее. А что для нас? Что для нас самое ценное? Помнить в любой ситуации, кто мы, знать свою идентификацию, свою ценность во Христе Иисусе и высокую цену за нас уплаченную. Мы новое творение во Христе Иисусе. Мы сыны Божьи, подданные Царства Божьего. У нас есть Царь, у нас есть Отец, который о нас заботится всегда, 24/7. Это крайне важно. Это драгоценность.
и ее надо носить в своем сердце. Третий пункт. Если в здании остались во время землетрясения, то нужно встать в безопасное место у внутренней стены в углу в дверном проеме. Для нас. Опять-таки помнить, какие бы беды, шторма, потрясения не пришли, самое безопасное место – Христос. Мы в Нем всегда, в Его имени укрываемся, как в башне. Он наша дверь, и Он наша защита. Враг будет пытаться нас выманить, провоцировать всеми способами, разувериться в Божьей помощи и защите. Но нам с вами, конечно же, не следует ни в коем случае покидать Христа, выходить из-под Его покрова ни при каких обстоятельствах. Вы помните, что еще в Ефесянах написано «щит веры», да? Он для нас очень необходим. Четвертый пункт. Храните спокойствие, рекомендует в памятке. Всем понятно, что если человек паникует, он не может принимать правильные решения. Он делает много глупостей и ошибок. Храните мир сердца призывает нас Слово Божье. Войдите в Божий покой. Мы в покое с Господом. Мы в лодке с Господом, и волны нас не захлестнут. Мир сердцем во время потрясений – это дорогого стоит. Бог смотрит на сердце и ищет веру. Пятый пункт. Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками. Перекройте электричество, газ, воду, предупреждает памятки. Почему? Может произойти взрыв газа, электрозажигание, наводнение и так далее. Для нас. Не прибегайте к подпитке извне. Не ищите ответ на свои вопросы в соцсетях. И не питайтесь тьмой, информационным мусором, ложью этого мира. И не пускайте все это в себя. Это опасно для жизни. Подальше от чуждого огня. Господь наш свет, и Он даст слово прямо вовремя и благодать в каждой ситуации. Шестой пункт. Держитесь подальше от окон, зеркал, тяжелой мебели. То есть всего того, что может упасть на человека, поранить человека. Для нас надо держаться от того, что может действительно травмировать, сковать, придавить. Это могут быть и та же самая дезинформация в соцсетях. Это могут быть паникеры, люди и многое другое. И уже после землетрясения первый пункт звучит так. Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. Для нас это понятно. Если мы все это время были во Христе и имели непрерывное общение с Господом, то нам будет чем поделиться с другими и помочь им. Мы сможем явить им Христа, Его любовь, Его мир и Его милость. Интересно, да, такое сравнение? Можно, конечно, отнести скептически сказанным и сказать, что это же не библейский пример, а просто человеком написанные инструкции. Да, но они выверены жизненным опытом, самой жизнью. Нам Бога нужно учиться видеть и читать не только через напечатанное священное Писание. Пойдем дальше. И точно так же, как мы сравнивали в прошлый раз физическое и духовное семя, физическое и духовное сеяние, сегодня мы сравним силу физического землетрясения и духовного потрясения. Что такое физическое землетрясение, всем более-менее понятно. Понятно же? Понятно. Поэтому начнем с него, с целью разобраться, какую силу духовного потрясения мы все с вами переживаем сейчас. Для этого используем классификацию по шкале интенсивности, то есть баллов. Так будет проще, а не шкалу магнитуд. Итак, различаем слабые землетрясения 1-3 балла. Они практически не чувствуются людьми. Только приборы их регистрируют. А мы чувствуем сейчас, что Господь потрясает наши земли и народ? Чувствуем? Да, конечно. Значит, наше потрясение, оно более 3 баллов. Идем дальше. 4 балла. Очевидное колебание. Чувствуется большинством людей в верхних этажах и некоторыми людьми в нижних этажах. Но люди не боятся. Можем мы так сказать о сегодняшнем дне? Нет, не сможем. Это относилось скорее к периоду до начала спецоперации. Были предвестники, но люди пропускали мимо себя и не боялись, а продолжали жить, как жили до этого. 5 баллов.
Также очевидное колебание землетрясения чувствуется большинством людей внутри зданий и некоторыми людьми снаружи. Просыпаются многие люди, некоторые люди бегут наружу, здания начинают трясти, там что-то падает, разбивается. Переводим на наш язык. Происходящее осознают многие люди. Некоторые люди быстро уезжают, мигрируют. То есть что-то в жизни, привычные устои, порядки начинают рушиться. Многие начинают искать Бога и ответы в Нем на насущные вопросы. Подходит ли наша ситуация? Да, и относится к началу войны. 6 баллов – это сильное землетрясение. Землетрясение чувствуется многими людьми и внутри здания, и на улице. Многие люди со страхом бегут на улицу, образуются трещины в некоторых построенных каменных зданиях, некоторые люди теряют равновесие. Для нас спецоперация затронула практически всех прямо или косвенно. То есть даже те, кто построил свои жизни, как им казалось, крепко, имели положение, достаток, начало рушиться. И особенно это относится к тем, кого непосредственно коснулись вопрос мобилизации. Многие люди, не понимая, что происходит, рынулись просто уезжать в неизвестность. Так что этот сезон вполне можно охарактеризовать 6 баллами. 7 баллов, драгоценно, это очень сильное землетрясение. Там уже и паника, и много чего рушится, вот, и люди с трудом стоят на ногах. По Божьей милости мы не находимся под воздействием потрясений 7 баллов. Молитесь, чтобы нам этого избежать. Просто перечислю остальные землетрясения по таблице. 8 баллов разрушительные, 9 баллов опустошительные, 10 уничтожающие, 11 катастрофическое и 12 полное разрушение, когда уже меняется и ландшафт. Бог не начал трясти нас, народы, неожиданно, сразу, сильно 6 баллов. Он начал это делать постепенно, слегка потрясывать, используя для этого разные методы и способы. Это же принцип применим и к церкви, и к любому из нас. Надо учиться просто распознавать, если в какой-то сфере нашей жизни начинает трясти, чтобы правильно реагировать и не паниковать. Приведу конкретный пример одного из методов, как может действовать Бог в нашей жизни. И хотя 90-95% снов, которые мы видим, это о нас лично и для нас, я поделюсь сегодня одним сном, который помог мне открыть глаза на то, где я находилась в тот момент времени. Возможно, кому-то из вас тоже поможет. Итак, 2,5 года назад, в начале мая 2020 года, приснился мне сон, что я падаю с нового строящегося дома. Была возведена коробка дома, и отделка в доме еще не было, отделки не было. Было такое понимание во сне, что у меня там была куплена квартира. Но вроде, когда строили этот дом, основание дома не углубили, как должно. И вот потребовалось срочно его углубить, поставить этот дом на новое подготовленное место. И чуть позже во сне увидела этот недостроенный дом, стоящий далеко от предыдущего места, но его основание действительно было углублено. Была во сне одна особенность: дом должен быть перемещен отдельно от жильцов. А все люди, жильцы, в том числе и я, должны были просто полететь вниз самостоятельно, с высоты своей квартиры. Я летела вниз с 12-го этажа дома. Никакого предупреждения во сне не было. Скорее всего, был уже показан кульминационный момент. То есть неожиданно, резко началась тряска и падение. Я расставила руки, полетела. Вначале охватил страх. Но вскоре успокоилась, и пришло чувство удивления и даже кратковременное ощущение реальности полета. Правда, волнение, оно от предстоящего того, что предстояло еще и приземление, оно меня не оставляло до конца. Приземлилась я, полет был длительный достаточно, необычный, ну это же сон. Приземлилась я, стала на свои ноги. И тогда я сделала соответствующий вывод относительно себя и своей жизни. Хотя не исключаю, драгоценное, что речь шла о церкви в целом. Поразмышляйте об этом после проповеди. Итак, дом во сне был еще не достроен. Это говорит о прожитой мной, Господи, жизни. Первоначально заложенное основание дома было правильное, но оно не было углублено. Значит, придется мне ставить все на свои места.
И это повлечет за собой потрясение, испытания, резкие перемены, которые потребуют от меня полного доверия Богу, потому что и сам полет, и момент приземления всегда будут неизвестностью. Вообще для меня этот сон был полной неожиданностью, ведь я считала, что в этой сфере у меня все окей. И если бы Господь меня не остановил, ой-ой-ой, как высоко я могла бы еще закарабкаться, бесплодно и бестолково. А как известно, чем с большей высоты падаешь, тем больнее. Какой я сделала вывод, да, практически? Мне нужно углубить основание, то есть углубиться в Господа, в Его Слово, и, что очень важно, начать реально жить Словом и по Слову, а не просто копить интеллектуальные знания. И все это потребует от меня во время перехода от теории к практике усердия и трудолюбия. И придется копать, углубляться, держать баланс, не допускать страх, возрастать доверие Господу. Откуда такой вывод? С Писания драгоценные. Кто может подсказать это место, где говорится о доме с основанием и без? Евангелие каком? Ну, угадайте. Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стих. Смелее надо говорить. Давайте мы его прочитаем. Евангелие от Луки. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий Слово Мое, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне». То есть человек, который слушает, исполняя Слово Божие, это человек, который копает, углубляя свою жизнь. Кто есть глубина глубину? Кто глубина глубину? Иисус. То есть такой человек в Господа углубляется, с Ним сливается воедино. Господь и есть этот камень в основании. 49 стих. «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, как наперла на него вода, тотчас обрушился. Разрушение дома сего было великое». Слушающий Слово, но не исполняющий – это человек, построивший дом на земле. Он не то, что не углубился, но вообще без основания построил свой дом. Такой дом похож на дом в моем сне? Частично, да. Основание дома в моем сне было правильное, каменное, Господь в основании, но не было должной глубины. Когда я это осознала, вначале был шок, потом плакала, потом в молитве пришло такое успокоение, утешение в том, что дом все-таки не был разрушен, а был просто перенесен и углублен. Что скажу? Бог благ и милостив. Но это было мне предупреждение, а возможно и не только мне, как я уже вам сказала. Поразмышляйте. В Библии неоднократно идет такая связка: слушание и исполнение Слова Божьего. Кто такой слушающий, исполняющий Слово Божье? В Луки 11:28 Иисус говорит, а Он сказал: блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его. Блаженны, блаженны. Здесь же в Луки 8 глава 21 стих, опять-таки Иисус говорит им в ответ: «Матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божье и исполняющие его». Идем дальше, как бы развиваем эту мысль. Если только слушающие и исполняющие Слово Божье есть матерь и братья Господа Иисуса, то, соответственно, только они являются сынами Божьими. Мы еще можем вспомнить местописание Римлянам 8:14. «Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи». Аминь. Опять-таки, Дух Святой делает что-то, что угодно Богу, Отцу и Господу Иисусу Христу. Другого Он не делает. Между ними полное взаимопонимание. То есть, если делаем так, как нас ведет Дух Святой, мы всегда поступаем по Слову Божьему, значит, мы исполняем Его.
Апостол Иаков предупреждает в своем послании всех тех, кто только слушает, то есть одну часть, слушает Слово. Иакова 1:22. Будьте же исполнителями Слова, а не слышателями, только обманывающими самих себя. Мы так тоже себя драгоценно ведем. Читаем Слово Библии, или слышим вот Слово с кафедры там, или еще какой-то проповеди. И вроде все знаем это. Во всяком случае, читали или уже слышали, и можем так себе в уме сказать, ну, я прямо вообще-то молодец, духовно подкован, все это знаю. Вот. А на самом деле какой нужно сделать вывод? Как обстоят дела? Если не исполняем, а только слушаем, то это слово, как и многие другие, вскоре забудется. И оно станет очередной порцией сухих семян в закромах нашего разума. И это есть обман самих себя, это самоуспокоение, это самооправдание. Придет наводнение, шторм, придет землетрясение, не устоит наша жизнь или наше служение, так как нет должного углубления основания. Поверхность – это бич современного мира. Сеем на каменистой почве сердца, а там семени некуда пускать корни. Вот как Иисус говорит об этой категории верующих. Марка 4:17. Но не имеет в себе корня и не постоянно. Потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Притча о семени на каменистой почве и пример постройки дома без должного углубления основания – это все об одном – нет глубины. Нет глубины. Когда приходит искушение, трудности, то все это рушится. Земля уходит из-под ног, а так не должно быть. Последнее время уже наступило. Иисус уже при дверях. Скоро и брачный пир, драгоценные, а мы не только не готовы к встрече. Многие не в брачной одежде, недостойны. А в чем вообще достоинство замка? В вере и в послушании. Вера без дел мертва. Я бы добавила, без дел праведности. Так что Бог сейчас потрясает многие и разные сферы нашей жизни. В том числе потрясает платформу интеллектуального знания, чтобы струсить нас оттуда, и мы увидели несостоятельность этой платформы. Некоторое время эта платформа, она казалась твердой, прочной, основательной, потому что она поддерживала, особенно в период пробуждения, вот 90-е годы, когда в странах СССР было пробуждение такое. Но не сейчас, не теперь. Сейчас эта платформа рушится, и стабильность интеллектуального знания разума уходит из-под ног наших. Многие пастыра выгорают просто, оставляя служение. Почему? Религия задавила, иссушила просто. Слово Божье знаем, цитируем, провозглашаем, а оно в полноте не работает. А только иногда и то частично. Ответ на вопрос, почему это происходит, уже знаем. Потому что действенно является только платформа духовного знания. И сейчас время перемещения. И нам нужно перейти на эту платформу и начать на ней утверждаться. Духовным знанием становится только то знание, которое переместилось. Откуда? Куда? Сердце, совершенно с головы в сердце, которое мы познали, а значит, оно стало частью нас. И его уже невозможно от нас отделить. Это когда посланник становится одним с посланием, когда учитель становится одним с учением. И только тогда это учение может, живет, оно действует, и оно приносит плод. Как мы можем проверить, знаем мы Слово Божие интеллектуально или знаем мы его духовно? Очень просто. Если мы знаем Слово Божье духовно, то то, что мы знаем, будет работать каждый раз, когда мы его применяем. Повторю мысль. Духовное знание всегда работает, и оно приносит конкретный духовный плод. Если интеллектуально знаем Слово Божье, это не работает в нашей жизни и не будет работать, а соответственно не принесет никакого духовного плода. Будем падать, драгоценные, с высоты. Приведу такой пример. Я в одной из поездок в Израиль с группой таких же паломников познакомилась с одним христианином, братом, баптистом, который не переставал удивлять меня и всех нас знанием Слова Божьего, знанием Библии.
Он любое местописание мог продолжить наизусть и делал это так быстро и четко, как будто перед ним всегда лежала развернутая Библия. Скажу честно, это очень впечатляет. Но в жизни этого брата не было видно никаких духовных плодов. А говоришь, на тот момент очень не было видно. Возможно, все изменилось в жизни брата, благослови Господь. Но тогда его характер говорил много. Если так очень мягко сказать, был очень незрелый характер. Если очень мягко сказать. Сейчас каждый из нас проходит экзамен. Что в нашем сердце? С каким сердцем мы ложимся спать, как спим и с каким сердцем мы живем. Если мы реально, если мы только интеллектуально знаем, что Господь всегда с нами, Он защищает и хранит нас, то есть интеллектуально, если только знаем, да, то при малейшем волнении моря, катаклизма, бедствия в мире, у нас будет что? Страх. Страх в сердце. А если мы духовно знаем это, будет мир в сердце, драгоценный, среди любого шторма. В этом существенная разница платформы духовного и интеллектуального знания. Наша платформа, наше основание – это живая личность, кто есть Царь всех царей, Господь всех господствующих, Иисус Христос. И нет другого основания, кроме Него. Нам нужно только углубиться в Него. Какие же мы можем с вами сделать выводы из этого слова, что услышали? Потрясения будут. И чем дальше, тем чаще и тем сильнее. Бог потрясет все. Останется непоколебимой только истина. Что такое истина? Кто есть истина? Как не ходить? Да, аминь. Эта тема была озвучена 25 сентября. Кому интересно, переслушайте. Будучи предупреждены о предстоящих потрясениях самим Господом, нам нужно поступать в это время так, как учил Господь. А Он дал конкретные указания на этот счет. Итак, открываем Евангелие от Луки, 21 глава, 36 стих. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Подобное предупреждение есть в Матфея, 24 главе, 42-44 стихи, Марка, 13 глава, 35 по 37 стихи. Теперь мы с вами знаем правильный библейский ответ на вопрос, что нам нужно делать, чтобы быть готовым пройти любое потрясение, и что нужно делать, чтобы избежать всех будущих бедствий. Знаем, что нужно делать? Борствовать и молиться. Но это знание драгоценное нас не спасет, если оно не станет реальностью нашей практической жизни. После того сна я сразу же по пробуждению молитвенно получила правильное толкование, о чем с вами сегодня поделилась. И, конечно же, стала углубляться в Господа, в Его Слово. Но я не обратила тогда внимания на вторую часть стиха Евангелия от Луки 21:36. А именно, что нужно молиться, чтобы, но вот это чтобы, с целью, чтобы избежать, с целью избежать всех сих будущих бедствий. Представляете? Поэтому сейчас обращаю ваше особое внимание на эту молитвенную просьбу. Оказывается, можно и избежать. Обращали внимание на этот стих? Иисус оставил нам пример такой молитвы. Он перед своим распятием молился так, как в Гефсиманском саду. Евангелие от Луки, давайте откроем, вернее, от Матфея, 26, с 39 по 42 стих. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящих и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух вот, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя».
Разве не для этого пришел Сын Божий, наверное, воплоти на землю, чтобы умереть за нас на кресте? И тем не менее, Он молился об этом Отцу. И хотя Иисуса эта тяжкая чаша не миновала, кто знает, не минует ли нас по молитвам нашим и милости свыше. Перечитайте дома Евангелие от Матфея 24 главу, Луки 21 главу и Марка 13 главу. И тогда станет более понятно, от чего нас может уберечь бодрствование и молитва. Молитесь, драгоценные, о милости Господа для себя лично, для своего дома, для нашей церкви и для тех, кого побуждает Дух Святой вас молиться, чтобы избежать всех этих бедствий. А если не избежим, то чтобы были стойкими и смогли пройти все предстоящие трудности по благодати Божьей. А как проходить достойно и без паники, мы сегодня подробно разобрали на примере рекомендаций поведения при физическом землетрясении. Я кратко повторять не буду, по той причине, что сегодня было слишком много информации, собрание немножко затянули, и так материал достаточно объемный. Осталось только применить услышанное, и да благословит нас всем этом Господь. Слава Богу, не так сильно затянули. Мы еще оставим. Давайте мы прославим Господа, прежде чем мы пойдем пить чай, общаться. Краткий комментарий. Да, вот еще сейчас. Вы знаете, как раз на соборе говорили о том, Сергей Васильевич, он был на коллегии в Министерстве обороны и ввели институт военных капелланов именно для протестантов. Протестантские пастора могут работать капелланами, и сейчас это как бы внедряется, и есть много желающих, которые туда поедут. У нас есть небольшое объявление, можно? Всем здравствуйте, меня зовут Мария. Кого меня не знает. Есть небольшое объявление, да? В общем, такое интересное служение у нас хочет появиться, и мы хотим от вас поддержки. В общем, у нас скоро будет Рождество, да, оно буквально скоро-скоро, это меньше, на подготовку меньше 2 месяцев. И такая идея, чтобы на Рождество поздравить не только малышей, которые ходят, и ребят, да, которые ходят в нашу церковь, но и охватить наш строительный округ. У нас есть прекрасный 17-й квартал, да, где есть очень много детей, которые хотели бы тоже поддержку. И наша цель обозначить, что мы здесь есть, чтобы они понимали, что они могут сюда прийти в любой момент. И через детей тоже, и родителей тоже, чтобы было понимание, что они могут приходить в нашу церковь. И мы хотим подготовить для них рождественские подарки. Сейчас у нас будет собрание по этому поводу, но ориентировочно я бюджет посчитала, это от 1500 до 2000 будет одна коробочка, да, для ребенка. Вот. Если у вас есть желание присоединиться в сборе средств, либо вы можете просто купить, мы список на следующей неделе уже на проекторе покажем, да, мы его утвердим, что будет входить в этот подарок. Там будет сладостей по минимуму, будет больше таких полезных, полезных вещей, да, для самого ребенка. Возраст тоже будем определять, будем у администрации брать список семей, неблагополучных семей, да, где будут дети. И вот пока цифра такая, что мы хотим охватить хотя бы 50 детей. Это не 50 семей, как сначала мы такие, 50 семей надо объехать, да, а 50 детей, то есть в одной семье может быть и 2, 3, 4, 5 детей, да. Вот, поэтому через это мы хотим вложить в каждом подарке у нас будет Библия детская, да, чтобы вот, нет, а вдруг, до глаза же все равно будет бросаться книга, да, и чтобы ребенок открыл, и через это Бог может коснуться. Также мы хотим туда вложить приглашение на наше празднование Рождества, чтобы они ножками уже пришли сюда, посмотрели и понимали, что им всегда рады.
Вот, поэтому хотим от вас поддержки моральной, материальной, да, постельной. В принципе, взять на себя нагрузку один раз в год, поздравить ребенка на 1500-2000, я думаю, что каждый может это осилить сумму. Если же все-таки более комфортно вам будет там по 100, по 200 рублей, добро пожаловать. Объявление я тоже составлю. На чаепитие мы деньги принимаем, на ту же карту можно будет закидывать, но нужно будет подписать, что это рождественское чудо, в общем, проект этот мы называем, да. И мы сейчас хотим первый год, пока мы не совсем понимаем, как это будет происходить, мы берем небольшой объем, но потом, думаю, это будет и 100 детей, и 200 детей, да, дай бог, как бы, ну, вот это служение получит более масштабный такой разворот. И, в общем, подходите, спрашивайте, пишите, объявление будет. Всем спасибо. Да, еще раз, вы поняли, да, подарки для детей из малообеспеченных семей прежде всего. Просто мы подумали так, что дети в детских домах малютки, на данный момент они получают очень большую поддержку от государства. И вот в чем, а в подарках, в сладких, они точно на Новый год, на Рождество, они, как правило, не нуждаются. И мы решили, что посмотрим на тех людей, кто живет с нами, да, рядом, и на эти семьи. Еще раз, если есть желание, Господь коснулся вашего сердца, можно подойти к Марии, и она даст более полную информацию, и также мы будем постоянно об этом говорить здесь. А сейчас мы уже заканчиваем. Давайте мы поднимемся, мы прославим Господа, и после этого я уже не буду ничего говорить, с миром Божьим. Кто по домам, кто вниз пить чай, общаться. Господь пусть благословит каждого на эту неделю предстоящую. Добро пожаловать в следующее воскресенье сюда в 11 часов. Я буду делиться чем-нибудь вдохновляющим, я надеюсь, с вами. Вот, все. Господь благословит нас. Давайте мы его прославим. Твоя любовь, о,
Слава Богу за вас, что вы здесь. Пусть Господь вас благословит на эту предстоящую неделю. С миром Божьим, по домам, берегите себя. Добро пожаловать вниз и добро пожаловать в следующее воскресенье сюда. До свидания.